Вдоль всей набережной был построен каменный парапет, защищавший от морских волн. Со временем набережную стали освещать керосиновыми фонарями, а в дальнейшем с появлением электричества в 1909 году электрическими. Первая пристань появилась позже, в 1870 году. Это причал, на котором стоит ресторан «Амра». На постройку этого железного причала были потрачены немалые для того времени деньги – 200 рублей. Но для сухумчан это было местом встреч и прогулок. На пристани стояли две деревянные будки русского и российского общества пароходства и торговли для продажи билетов пассажирам. Каждодневное движение пароходов в Сухуми осуществлялось по Крымско-Кавказской линии в города Одессу и Батум. В Турцию же пароходы уплывали по пятницам, возвращались по средам. Расписание по направлению Сухум-Орду периодически печатала газета «Сухумские вести». Сообщение с пароходами происходило на лодках. С каждого пассажира взималась плата 15 копеек. Место для багажа было бесплатным. Однако, если багаж занимал больше места, то взималось дополнительно еще 5 копеек. На пристани пассажиров поджидали носильщики, которые за 15 копеек доставляли багаж до ближайшей гостиницы или фаэтона. И все же ни к одной пристани Сухума пароходы подходить не могли, не хватало глубины. Быстрому росту города мешало отсутствие порта. Корабли по-прежнему останавливались на рейде. Сообщение с берегом поддерживалось на баркасах и лодках-филюгах, да и то лишь в тихую погоду. А в плохую погоду пароходы не заходили сюда по неделям. И только в 1928 году был построен нынешний порт. Первоначально Сухумская набережная не имела официального названия. И лишь в 1864 году
После упразднения Абхазского княжества она получила название Михайловская в честь наместника на Кавказе князя Михаила Николаевича Романова. В 1912 году она была переименована в набережную имени Руставели. С 1994 года эта прибрежная улица именуется набережной Махаджиров в память о депортированных в XIX веке в Турцию абхазов. Излюбленным местом горожан, конечно, была морская набережная. Пальмы, олеандры укрывали от жары. У морских причалов покачивалось множество шлюпок, на которых любители морских прогулок отплывали подальше в море. Кругом стояли турецкие кофейни, чайные, духаны. Играла музыка, было очень оживленно и шумно. Там сидят, коврики постелят пожилые, а молодые лодки стоят. Садятся на лодки, луна светит, и это уплывает. Там поют, и здесь поют, и здесь гуляют, громко говорят, смеются. Жители многонационального города почти все знали друг друга в лицо. На берег выходили, чтобы на других посмотреть, да и себя показать. Публика была разная. Представители абхазской знати, жены греческих купцов, разночинцы, казаки. Одежду шили из дорогих материалов – коверкота, шевиота, крепдышина и шелка. А так строго одевались. Вот. Вперед длинный, потом покороче, потом, ну, чтоб тут было открыто, это можно было только в театре, а в городе нельзя было. Сумки большие, длинными ручками, сейчас опять стали такие сумки. Потом пошли в маленькие сумки. В летнее время одевали шифоновые кофты, какая-нибудь хорошая юбка красивая, из плотного материала, платье. Девушки одевали еще маленькие такие, с полями шляпки. А женщины маленькие шапки, некоторые умудрялись вуаль одевать.
Экономика Сухума продолжала расти. Главной статьей дохода в тот период был, конечно, табак. Табак Самсун и Трапезунд, вывезенный из Турции, хорошо прижился на абхазской земле и выгодно отличался своим ароматом от прочих сортов. Греки, армяне, турки разбивали табачные плантации и строили табачные фабрики. Абхазский листовой табак начал славиться повсюду, и в Сухумский порт за табаком стали заходить корабли из разных стран. В этом полуазиатском, полуевропейском городе со специфическим кавказским укладом можно было встретить крупных табачных оптовиков и мелких маклеров. По рассказу сухумских старожилов, в наш город в молодости в качестве мелкого маклера приезжал муж Жаклин Кеннеди, Аристотель Онасис. Сухум в то время дышал буквально табаком. Разговоры о табачной торговле велись не только в сухумских конторах, но и в кофейнях. Когда в связи с событиями на Балканах Турция и Македония выбыли из сферы мировой торговли табаком, взоры табачников всего мира обратились на сухумский рынок. В Сухум приехали представители многих фирм. Они скупали за бесценок табак и переправляли его в Европу, Египет и другие страны. И потому в Сухуме было немало капитальных табачных складов. Наше прошлое. Нужно ли ворошить старые фотографии, сдувая с них пыль времени? Мы, живущие в мире передовых технологий, зачем нам оглядываться назад и прислушиваться к звукам прошлого? Конечно, нужно. И не потому, что это очень интересно, но еще и потому, чтобы понять самих себя нынешних.